According to basics of Jewish belief. Согласно основам иудейского вероучения, иудеям запрещено создание собственного суверенного государства. Исходя из Божественного Завета и приказа Всевышнего, мы должны быть доброжелательными по отношению к тем, с кем мы живем на одной земле. Убийство, воровство, оккупация чужих земель, репрессии по отношению к целому народу – все это категорически запрещено иудаизмом. Современный Израиль, являющийся нелегитимным и преступным, основывается на слушании Божьих заповедей и постулатов иудаизма. Израиль — это беда и катастрофа как для палестинского народа, так и для евреев. Еврейский народ жил в мире с соседями-мусульманами в Палестине и во многих других мусульманских странах. К сожалению, этот мир был разрушен посредством вмешательства сионистов и основания государства Израиль. Мы выступаем за полную независимость Палестины, требуем возвращения всех прав палестинскому народу. Мы решительно заявляем, что евреи будут в большей безопасности и под более надежной защитой на Святой Земле в составе Палестины, чем под нелегитимной и разрушительной властью израильского государства. Сионистская пропаганда и террор для укрепления Израиля не принесут пользы еврейскому народу. Напротив, это является причиной антисемитизма и неприязни к евреям. Сионисты делают это намеренно, чтобы вовлечь нас в борьбу с ними, для достижения своих целей. Мы молимся о скорейшем и полном распаде Израиля и надеемся, что это произойдет мирно, без причинения какого-либо вреда простым людям. Мы также очень надеемся, что когда эти преграды на пути к миру, сионистское движение и израильское государство будут убраны, народы с разными культурами, оставшиеся на втором плане, будут жить на Святой Земле, в мире и согласии, как это было раньше. As a Jewish person, I'm here to say that this celebration is ridiculous. It's an embarrassment to our people, since this movement of Zionism, this state of Israel, which is in total contradiction of our religion, it's in total contradiction of the interest of our people, what they call the Israeli Independence Day, and we call this the catastrophe for the Jewish people, for the Jewish religion.